День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Сегодня мы соберем воедино самые заметные новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Достойная конкуренция Boeing и Airbus. В Якутске состоялись испытания магистрального самолета 21 века. Закрытие «Триумфа», вакцинация детей и штамм «Дельта». Расскажем об эпидобстановке в республике. Артерия на ремонте. В Якутске снова начались работы по реконструкции проспекта Ленина. Ход конем. Юный шахматист из Якутии одержал победу над гроссмейстером Сергеем Корякиным. Бесценные кадры. Национальной вещательной компании «Саха» будет передан дубликат уникальной кинохроники. На заседании Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе рассмотрен ряд важных вопросов для Дальнего Востока. Трутнев отметил, что в текущем году в соответствии с поручением президента значительно увеличены средства федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в регионах Дальнего Востока. Плановое финансирование из регионального бюджета увеличено на более чем 446 миллионов рублей. Рассмотрены предложения регионов об упрощении получения разрешений на вырубку леса в целях обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов, предназначенных для защиты населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. Глава республики принял решение, оставил финансирование на уровне предыдущего года, плюс добавилось увеличенное в 5 раз по Якутии финансирование за счет бюджета Российской Федерации. Поэтому Якутия – это очень такой особый субъект с точки зрения лесных пожаров, и достаточный объем выделенного финансирования и со стороны федерального бюджета, и со стороны бюджета республики дает возможность надеяться, что мы в этом году не будем снова вылетать на пожарище. Пожарная обстановка в республике остается напряженной. С начала года зарегистрировано 256 пожаров, погибло 14 человек. Как показывает анализ прошлого года, основными причинами возникновения пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, а также несоблюдение правил устройства и эксплуатации печей. С 2020 года в Якутии действует комплексный план по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе и социальных объектах, в рамках которого с бюджета республики выделяется более 6 миллионов рублей. В качестве основного направлением плана выступает установка автономных дымовых пожарных извещателей гражданам из социально незащищенных слоев населения. Властями республики даны дополнительные поручения по усилению пожарно-профилактических мероприятий. На примере того пожара, который у нас произошло 13 февраля в Сунтарском районе, где, к сожалению, погибла семья, мы понимаем, что люди строят большие здания, да, которые у нас не подконтрольны ни управлению стройжилнадзора, ни иным структурам. И здесь, используя, скажем, современные материалы, порой мы пренебрегаем вот такими вот, скажем, приборами автономными, пожарными извещателями, АДПИ называется. Оно стоит на самом деле недорого, да, в пределах 500 рублей. Были проведены и усилены мероприятия по пожарной профилактике, по безопасности. И, конечно, мы будем это мониторить, следить, чтобы у нас таких ситуаций не возникало. Начальник управления государственной службы и кадров Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Тимур Ахунянов 17 февраля представил главе региона Айсену Николаеву вновь назначенного руководителя управления Росприроднадзора по Якутии Андрея Желудева. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что одной из важнейших задач, стоящих перед управлением Росприроднадзора, является усиление взаимодействия ведомства с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, а также профильными структурами. В свою очередь Андрей Желудев заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие руководства республики и федерального ведомства в сфере обеспечения природного надзора на всей территории Якутии.
В республике начинается подготовка к безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков. Готовятся материальные ресурсы, планируются мероприятия по ослаблению прочности льда. Также запланированы ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы. Глава республики дал поручения по превентивным мерам, а также распорядился принять меры долгосрочного характера, касающиеся защиты населенных пунктов. В 2022 году будет расширена номенклатура материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретены быстро возводимые дамбы. По аналогии с прошлым годом будет применена авиация для мониторинга паводковой обстановки. Также планируется использовать данные спутникового мониторинга. В этом году противопаводковые мероприятия на реках Лена и Колыма по ослаблению прочности льда будут проводиться на территории 8 муниципальных районов республики. Объем финансирования составляет около 27 миллионов рублей. Предупредительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда будут проводиться на 46 затороопасных участках рек Лена и Колыма, в том числе по зачернению на 39 участках, которое будет составлять 486 гектаров. Распиловка же пройдет на 7 участках по общей длине в 41 километр. Работы начнутся после подписания государственного контракта. Открытый конкурс, значит, уже проведен. Этап подачи заявок уже завершился. Контракты планируем подписать в конце февраля, в начале марта. С началом подписания контрактов уже работы должны начаться. В Ленском и Алекминском районах работы должны завершиться до 25 апреля. Хангаласский, Якутск, Намцы до 29 апреля, Кобяйский улус и Верхнеколымский, Среднеколымский улус до 5 мая. Магистральный самолет 21 века закончил испытания в Якутске. С 23 января лайнер проходил тестирование экстремальными температурами и сегодня успешно их завершил. Большая команда специалистов работала на протяжении нескольких недель. Результаты узнаете из сюжета нашего корреспондента Мадины Халиковой. 23 января из Жуковского Московской области в Якутск прилетел МС-21-300. Широкофюзеляжный самолет, новейший лайнер 21 века, проходил испытания холодом в столице республики. По 12 часов он находился на открытом воздухе для выхолаживания, а позже с нуля запускался в работу. Это необходимо для тестирования всех систем. После этого проводим также летные испытания, в которых в комплексе оцениваем функционирование систем. В полетах в самых сложных режимах, в том числе с выключением двигателей, то есть с запусками двигателей в разных режимах, разной конфигурации систем управления. То есть все это проверяется на разных высотах и с разными отклонениями от температуры базовых, от стандартных. И погода в Якутске для таких испытаний подходящая. В республике проходили тестирование холодом такие лайнеры, как Сухой Суперджет, Боинг, Airbus, B-200 и, конечно, МС-21 отечественного производства корпорации «Иркут». Ее специалисты в составе почти 70 человек прибыли сюда, чтобы проводить все необходимые манипуляции. Сегодня эта машина позволяет в целом, можно считать, среднемагистральной машиной и является комфортабельным современным отечественным лайнером. В дальнейшем в рамках единой также дальневосточной авиакомпании планируем приобретение дополнительных единиц и дальнейшую техническую эксплуатацию. Напомню, что наша авиакомпания «Якутия» она является, имеет сертификат технического оператора. Помимо наземных проводили и летные испытания лайнера. Провели серию полетов продолжительностью до 6 часов над различными, в том числе северными районами. А посадка самолета осуществлялась практически всегда в темное время суток. Сейчас МС-21 вернулся на базу в аэропорт Жуковский. Именно через Якутск все крупные авиаконцерны мира как раз свои самолеты и проводят для того, чтобы получить допуск на минимальные температуры. Уверен, что появление этого самолета на рынке, конечно же, будет ожидаемо. Всеми нами я посмотрел, он сделан очень удобно, он шире, чем его конкуренты иностранные, и Airbus, и Boeing. Он сделан для удобства именно пассажиров. И, конечно же, с учетом наших дальних расстояний, того же плеча Якутск-Москва, мы тоже свои предложения даем сейчас разработчикам для того, чтобы уже в процессе доводки самолета те или иные нюансы именно внутренней компоновки самолета они были учтены. Как отметил глава республики Айсен Николаев, в планах поступления МС-21 в 2025-2026 годах уже в якутские авиакомпании. Мадина Халикова.
Новикова, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Также полеты из международного аэропорта Якутска возобновят с 21 февраля по открытым направлениям. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба России. Сообщается, что частота полетов будет такой же, как и для других пунктов страны, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санэпидтребований. Кроме того, принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от коронавируса. Также на этой неделе государственное унитарное предприятие ЖКХ Якутии обновило парки спецтехники своих филиалов. Ключи от 10 новых транспортных средств вручили представителям районов. Скоро спецтехнику начнут эксплуатировать на местах. Подробности далее. Это надежная техника. Да, она немножко дороже других китайцев, но она действительно надежная. И нет проблем по запчастям. Дорогие и надежные погрузчики, как уверяет поставщик, с легкостью выдержат суровые зимы Якутии. Большинство спецтехник будут эксплуатироваться в арктических районах. Нижнеколымский филиал ГУП ЖКХ Якутии получил сразу 3 фронтальных погрузчика, которые будут задействованы в погрузке угля на автоматизированных котельных поселка Черский, микрорайона Зеленый и села Походск. Мы являемся на самом деле самым отдаленным филиалом, да, но тем не менее мы не чувствуем то, что мы в отдаленности, и всегда поддержку чувствуем. То есть мы в прошлом году только начинали говорить о том, что у нас погрузчики уже не соответствуют, поломлены, потому что до этого были куплены погрузчики зернового производства, то есть они не производственные погрузчики были, да, а это специализированные погрузчики ЦМ-636. И думаем, что они производство поднимут, не будет поломок. На обновление парка ГУП ЖКХ в этом году было выделено 214 миллионов рублей. На сегодняшний день 16 новых транспортных средств получили 11 районов. Оставшиеся 15 единиц техники доставят до филиалов до конца марта. Правительством республики также проводится очень большая работа в части обновления и приобретения специализированной техники, в том числе и по вывозу твердокоммунальных отходов. Мы в текущем году предусмотрели более 100 миллионов рублей на приобретение специализированной техники. И в текущем году, а также в последующие 3 года в рамках лизинговых договоров мы обеспечим поставку более 50 единиц техники для нужд филиалов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Обновление автопарка ГУП ЖКХ позволит обеспечить надежное и бесперебойное функционирование объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. Планируем также в 2022 и 2023 году уже технику закупать для перевозки жидкого топлива, газоконденсат, нефть. Потому что на сегодняшний день требования ужесточились среди надзорных органов, да, по перевозке. И на сегодняшний день у нас техника не соответствует тем требованиям, которые сегодня нам представляют надзорные органы. Поэтому планы у нас намечены, будем двигаться по своим планам. За 2 года филиалы предприятия получили более 80 единиц специализированной техники, что положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг предприятия, а также жизни населения районов Якутии. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «День за днем», мы продолжаем. Глава Якутии потребовал обеспечить ввод республиканского кардиодиспансера в заявленные сроки. Для своевременного и качественного завершения работ по строительству диспансера требуется мобилизация усилий всех ответственных структур. Правительству республики поручено перейти на режим ежедневного контроля за ходом строительно-монтажных и пусконаладочных работ, также за прохождением итоговой проверки органам государственного строительного надзора.
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%, а с учетом монтажа и установки медицинского оборудования – 88%. На объекте параллельно ведутся работы по устранению замечаний органов государственного строительного надзора. Итоговая проверка пройдет 22 февраля. Центр амбулаторной неотложной помощи в Центре спортивной подготовки «Триумф» в столице республики приостановил свою деятельность в связи с сокращением числа посетителей. Отметим, что с начала работы врачи центра приняли около 16 тысяч человек. Открытый 27 января по поручению главы Якутии Айсена Николаева центр позволил разгрузить работу амбулаторного звена системы здравоохранения Якутска, значительно снизив нагрузку отделений неотложной помощи поликлиник. На территории Якутии, по словам инфекционистов, все еще циркулирует штамм коронавируса «Дельта», но он особо опасен для граждан, которые не получили вакцину от коронавируса. Учитывая, что болезнь штаммом «Дельта» протекает тяжело и сложно, это порой может привести к летальным исходам. С начала года из ковидных отделений больниц было выписано 842 человека, и, к сожалению, было зарегистрировано 49 летальных исходов. Врачи-инфекционисты призывают жителей Якутии, которые все еще не получили вакцину от COVID-19, получить ее и тем самым сберечь свое здоровье. В нашу Якутскую республиканскую клиническую больницу ежедневно продолжают поступать пациенты с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, в том числе и из улусов республики. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 379 пациентов с диагнозом COVID-19, в их числе 45 беременных. Что делать при первых признаках заболевания? Какие лекарства можно применять? Какие препараты безопасны для беременных и кормящих? На подобные вопросы отвечают и делятся советом 12 преподавателей медицинского института СВФУ. В Центре дистанционной врачебной аудиоконсультации они работают посменно с 8 утра до 8 часов вечера. Первый звонок поступил 6 февраля. Именно в этот день начал работу аудиоконсультативный центр. Тогда за день поступило более 300 звонков. Сейчас же опытные преподаватели продолжают свою работу. И если в первые дни работы центра касались вопросов лечения ковида, то в эти дни граждан больше всего интересуют вопросы реабилитации, профилактики других заболеваний. Также звонящие нуждаются в психологической поддержке. Сейчас даже появились звонки, которые немножко даже не по профилю, не по коронавирусу, а консультируем, в частности, по разным другим патологиям. Например, я как ортопед консультирую по челюстно-лицевой области, по общим вопросам. Были даже пациенты, которые спрашивали, какую зарядку делать, чтобы последствия коронавируса прошли быстрее. Очень много для себя открыл, узнал, и мне кажется, даже вот после такой вот работы очень по-другому начинаю смотреть и на пациентов, на свою работу, на работу Министерства здравоохранения и вот на такую дистанционную помощь тоже. Напомним, что в январе этого года Республиканский Минздрав организовал штаб единой горячей линии 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Позвонив по этому номеру, можно получить консультацию от медработников, вызвать врача на дом или задать другие вопросы. Наша коллега Полина Долинская побывала в роли диспетчера горячей линии. В связи с непростой эпидобстановкой в нашей республике Республиканский Минздрав организовал единый номер диспетчерской службы 122. Каждый день поступает более 10 тысяч звонков от якутян в день. Сегодня в рамках программы «Испытано на себе» я попробую себя в роли диспетчера единого номера. Но прежде чем мы приступим и начнем отвечать на звонки, мне необходимо пройти инструктаж. В рядах операторов единой горячей линии работают студенты-медики, врачи и просто волонтеры. Инструктаж диспетчеров проходит ежедневно. Перед началом работы каждый новобранец повторяет скрипты, заготовленный сценарий ответов на часто задаваемые вопросы. После этого сотрудники приступают к работе. Для каждого диспетчера оборудована кабинка, предоставлен ноутбук, телефон и наушники. Так как большая часть звонков поступает в утренние часы, в первой смене работают до 50 человек. В ночное время в основном поступают вызовы экстренные. Для контроля качества всех диспетчеров есть определенная таблица. Если мы на нее посмотрим, то на сегодняшнее время у нас сейчас вторая половина дня, то есть вторая группа приступает сейчас именно к смене. С 8 утра уже было принято 918 звонков.
919. 25 диспетчеров сейчас находятся на линии, из них в ожидании звонка 14 человек, разговаривают 9 и на паузе 2 человека. То есть это те люди, которые сейчас прервались на какую-то паузу пообедать. Среднее время ожидания приема звонка – это 6 секунд, а среднее время разговора – 4 минуты 31 секунда. Уже принято 920 звонков, здесь же и показывается статус звонков. То, что отмечено зеленым, это время на обработку звонка допустимое, желтое и зеленое. Если же горит красным, то разговор затягивается. Каждый звонок фиксируется диспетчером в базе данных, которая постоянно обновляется. Это помогает врачам поликлиник видеть обращения пациентов своего участка и выезжать к ним на дом. В случае, если пациенту необходима консультация, звонок переводят на медицинских работников, которые также находятся в каждой смене штаба. За час работы мне удалось обслужить 2 звонка. В принципе, это очень хороший показатель в плане того, что на сегодняшний момент сейчас в смене работает 42 человека, 30 из них в ожидании звонков и 10 уже разговаривают. Это хороший показатель в плане того, что, во-первых, не так много обращений, а значит, люди чувствуют себя гораздо лучше. Это был мой первый опыт работы на горячей линии. Пока еще сложно оценить, смогла бы я полностью посвятить себя этому, смогла бы я постоянно разговаривать с людьми, у которых те или иные жалобы, особенно касаемо своего здоровья. Но я думаю, это как минимум будет мне полезно. Друзья, в общем, не болейте и будьте здоровы. Также в республике продолжается вакцинация детей. В столице региона детей и подростков принимают по адресу улицы Петровского, 10/2. Их прививают добровольно и только по согласию родителей. Дети от 12 до 15 лет приходят с родителем, а те, кто старше, могут подойти самостоятельно. Им ставят специальную выпущенную вакцину «Спутник М» с 2 компонентами. Начиная с 28 января первой дозой вакцины привиты около 160 детей и подростков республики. Главное, чтобы ребенок был здоров, чтобы сейчас у него не было никаких жалоб, температуры. И в ближайшие дни, где-то до 14 дней, чтобы он себя чувствовал здоровым. И подходите, обязательно вакцинируйтесь, потому что центр у нас работает. Сейчас мы будем работать уже и в выходные дни тоже. В праздничные выходные, у кого второй компонент выпадает на выходной или на праздник, то есть мы будем все равно приглашать, потому что нам очень важно 21 день, именно мы должны выдержать эти. Позже мы не приглашаем. Ну а водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта этого года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки водителя. Для обычных водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Но в то же время, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркотических веществ, то его могут направить на сдачу анализов. При этом, как следует из соответствующего приказа Минздрава, теперь справки станут выглядеть иначе. В частности, в них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование. В Якутске приступят к разработке новой модели городской транспортной сети. Она призвана создать новые маршруты, обновить автопарк, создать инфраструктуру для автобусов и внедрить цифровые сервисы для удобства пассажиров. Задачи по совершенствованию пассажирской провозки поставил глава Якутии Айсен Николаев. Он поручил подготовить проект плана в течение месяца. При создании модели транспортной сети Айсен Николаев поручил учесть мастер-план Якутска, над которым сейчас работают специалисты и который должен стать основой градостроительного развития города. А вот в Ильинске ловят зайцев не в лесу, а в общественном транспорте. По предварительным подсчетам, около трети пассажиров не платит за проезд. Ежедневно автобусы муниципального учреждения перевозят более 1000 линчан. Стоимость проезда не меняется – 28 рублей. Почему в общественном транспорте появились безбилетники, узнали наши коллеги. На работу Маргарита всегда добирается на общественном транспорте. В час пик не раз замечала, водитель на остановках не успевает рассчитать пассажиров. Среди них те, кто выходит, не оплатив проезд.
скажем так, да. У нас привыкли, чтобы у нас были кондукторы, чтобы все следили. А теперь нам дали, так скажем, свободу выбора, да, то есть тот, кто хочет и добросовестный пользователь общественного транспорта, он оплачивает. А, естественно, те, кто относится, ну, скажем так, легко к этому, да, они не понимают ценность чужого труда, из чего составляется зарплата водителей, да, и так далее. Они, естественно, пытаются избежать возможности заплатить каких-то там 28 рублей. Зайцы в ленских автобусах появились этой зимой, когда в общественном транспорте убрали кондукторов. Замечать безбилетников начали не только другие пассажиры. На предприятии посчитали убытки. Выяснили, каждый третий пассажир не оплачивает проезд. Есть, которые добросовестные пассажиры, которые выходят, даже если толкучка такая, обходит автобус, и водитель лично отдает за проезд, оплачивает. Да. А некоторые прям стараются вместе со школьниками выскочить с автобуса и не оплатить. Сотрудники фирмы-перевозчика поясняют, школьники имеют право на бесплатный проезд, поэтому кто-то пытается выдать себя за учащегося, а кто-то и вовсе не стесняется выйти из автобуса без оплаты. Среди неплательщиков и те, кому новая система оплаты просто неудобна. Вижу такие ситуации. Водители открывают обе двери, люди заходят. Когда мы доезжаем до конечной остановки, водитель опять же открывает обе двери, и возле водителя скапливается много народу, и он начинает каждого оплачивать. У меня вообще, вот, допустим, проблем с деньгами нету, я всегда готов оплатить, но нету кондуктора, и я стою в основном в конце. Происходит так, что когда дверь открыта, я не хочу ждать, и поэтому просто периодически выхожу. Люди не всегда хотят платить, хоть это и невеликие деньги, но немного где-то в душе у них проскальзывает вот ярость, что меня же никто не увидит, я вот просто выйду и ничего мне не будет. Это, конечно, неправильно. То, что отмены нет сейчас кондукторов, это не очень хороший факт. Возвращать кондукторов перевозчик не планирует. Есть идея ввести на маршруты контролеров, но только в часы пик. Кроме того, рассматривается вопрос закупки турникетов. Недобросовестных пассажиров хотят штрафовать. Администрация Ленского района обдумывает, как ловить зайцев и привлекать их к ответственности. А пока на городских маршрутах все останется по-прежнему. Пассажиров будут рассчитывать водители. Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Мы прерываемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. В эфире телеканала «Якутия-24» программа «День за днем». Мы продолжаем освещать самые заметные события этой недели. Глава Якутии принял участие в заседании Федерального штаба по газификации. В ходе заседания вице-премьер подчеркнул необходимость главам регионов более активно участвовать в работе региональных штабов, при этом обращая пристальное внимание на достаточность мер социальной поддержки для малообеспеченных категорий граждан. Кроме того, руководство регионов должно следить за динамикой цен на газовое оборудование и услуги по подключению домов к газу и не допускать их резкого роста. В Горном районе состоялась онлайн-ярмарка учебных рабочих мест по проекту «Пуск». Флагманский проект по обучению местного населения стал одним из победителей конкурса грантов главы Якутии. Благодаря проекту в Горном районе свыше 30 человек бесплатно освоят одну из востребованных рабочих профессий. Это сварщик, бетонщик или каменщик. Напомним, проект «Пуск» в Горном районе работает второй год. В прошлом году 16 жителей получили на месте новые профессии. Требований к образованию нет. Срок обучения будет в соответствии с лицензией. Теоретическую часть они будут проходить дистанционно, а практику непосредственно на рабочих местах. Допустим, вот в Горном Улусе на сегодняшний день 3 работодателя изъявили желание организовать площадку для практики. После практики те претенденты, курсанты, которые хорошо себя зарекомендуют, они будут трудоустроены. Конечно, изначально цель трудоустроить, но для этого гражданин тоже должен себя хорошо проявить. Но наша цель, конечно, 100% их трудоустроить. Стоит отметить, Якутия остается одним из главных регионов, обеспечивающих прирост добычи нефти и газа в России. Имеются значительные объемы перспективных и прогнозных ресурсов, а также хорошие возможности для новых открытий. Так, в Усть-Майском районе проводятся сейсморазведочные работы по поиску углеводородного сырья. Тему продолжат наши коллеги.
Усьмайский район является не только золотодобывающим, но и перспективным в плане добычи нефти и газа. На нашей территории неоднократно проводились геологоразведочные работы по поиску углеводородов, и это не случайно. Нетрудно предположить, что в случае обнаружения запасов сырья наиболее короткий путь для транспортировки – это Порт-Аян, который граничит с Усьмайским районом, а это огромное преимущество для доставки. Не просто геофизики приходят на пустое место, есть, значит, к этому большие предпосылки. Поэтому наличие инфраструктуры при поиске, там, если мы говорим про углеводороды, то это в любом случае создается инфраструктура. Это труба, это дорога, это ЛЭП, ну и дальнейшая транспортировка. Нетрудно предположить, что у вас наиболее ближайший удобный пункт транспортировки – это, наверное, все-таки Порт-Аян. Поэтому с осени 2021 года в Усьмайском районе работает партия геофизики, которая занимается поиском углеводородного сырья. Основная база развернута в поселке Усьмая. Начали работу в ноябре месяце. Сначала пошла лесопорубочные работы, затем сейсморазведочные. Работаем мы импульсниками, это электромагнитный импульс на земли направленный, это экологический вид работ. Мы не нарушаем ничего, не взрываем, не подрываем, ничего не бурим. Метод выбран наиболее щадящий для экологии и производства. Это импульсные источники. Он предусматривает задачу направления рубки профилей и по ним уже отработка. Радует то, что промышленные производственные предприятия обратили внимание на наш район, и, соответственно, у нас появляется надежда в том, что район будет развиваться. Администрация района ставит задачу перед всеми входящими предприятиями, чтобы на работу брали людей, имеющих определенные специальности из местного населения. У нас очень хорошо привлеклись к работе это жители Ижанцев. На сегодняшний день это, наверное, большая часть населения, которое мы привлекли, это с Ижанцев. Я бы сказал, довольно качественный персонал в плане того, что грамотные, молодые ребята, легко обучаемые. Сейчас начальники сейсмоотрядов проводят с ними дополнительное обучение, потому что это смотка-размотка сейсмического оборудования, как это правильно разложить геофоны, косы, собирать, налаживать, учатся. Налоги от проводимых работ остаются здесь, на территории района. Развитие промышленного производства несет только плюсы, повысит уровень жизни населения и позволит развиваться району во всех направлениях. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. Делегация Государственного собрания республики во главе с председателем Алексеем Еремеевым посетила обогатительную фабрику компании «Полиметалл» на Нежданинском месторождении в Тампонском районе Якутии. В ходе рабочего совещания в рамках визита был обсужден статус вопросов по реализации соглашения, подписанного между республикой и горнодобывающей компанией в конце 2020 года. В частности, речь идет о строительстве автозимника продленного срока действия от села Тополиное Тампонского района до села Барылас Верхоянского района через месторождение «Прогноз». Напомним, строительство новой обогатительной фабрики компании «Полиметалл» на Нежданинском месторождении Тампонского района завершилось в 2021 году. 11 ноября состоялся официальный запуск фабрики производительностью более 5 тонн золота в год. После того, как этот инвестиционный проект выйдет на полную производственную мощность, мы те определенные налоговые льготы, которые дали законом Республики Саха-Якутия о налоговой политике, конечно, будем пересматривать. И республика заинтересована в том, чтобы здесь был эффективный, еще раз подчеркиваю, хороший недропользователь, добывалось золото с учетом всех экологических требований федерального законодательства, нашего республиканского законодательства. Ну и поступали налоги в наш республиканский бюджет и, что немаловажно, бюджет Тампонского района. Фонд социального страхования по республике организует предварительную запись. Записаться на прием к специалистам регионального отделения можно через личный кабинет официального сайта фонда. Авторизоваться можно через портал госуслуги. Кроме того, записаться на прием можно по телефону. Специалисты отмечают, предварительная электронная запись на прием – это экономия времени и возможность избежать очередей. Виды государственных услуг, на которые осуществляется запись, это назначение обеспечения страховых выплат пострадавшим на производстве, назначение обеспечения медицинско-социальной реабилитации пострадавшим на производстве,
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации и предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. К другим темам председатель Постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Андрей Находкин сообщил, что основные положения подготовленного Илтуменом законопроекта по проблеме безнадзорных собак учтены рабочей группой Государственной Думы. В текст проекта закона также включена основная поправка якутских парламентариев в части расширения полномочий органов государственной власти субъектов в области ответственного обращения с домашними и безнадзорными животными. Народный депутат в своем выступлении подчеркнул, что целью законопроекта в первую очередь должно быть недопущение угрозы жизни и здоровью граждан животными без владельцев. Срочной надобности в рассмотрении данного вопроса, нашего законопроекта сегодня на пленарном заседании уже нет, отпадает. Но я полагаю, вот меня правильно поймут, что в связи со снятием данного вопроса сегодня работа не останавливается. Мы дальше будем отстаивать интересы республики в данном вопросе именно в рамках работы данной рабочей комиссии. Одним из главных событий этой недели стало ограничение движения общественного транспорта. С повышением температуры воздуха в столице региона дорожники возобновили ремонтные работы на главной дорожной артерии Якутска – проспекте Ленина. В этот раз здесь закрыли дорогу на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Курашова. Более подробно в материале нашего корреспондента. С самого утра в районе гостиницы «Лена» на проспекте Ленина дорожники начали работы по демонтажу старого дорожного полотна на этом участке. После здесь начнутся работы по выемке грунта и работы по устройству основания дорожной одежды. Также параллельно сейчас проводим работы по закреплению коммуникаций, пересекающих проезжую часть. То есть под проезжей частью проходит много сетей инженерных, которые нужно закрепить в натуру, чтобы их не повредить при разработке грунтов. Одновременно ремонтные работы будут возобновлены на участке проспекта Ленина от улицы Кулаковского до улицы Октябрьской. Напомним, что в прошлом году там были проведены работы по устройству основания. В этом году проведем работу по заклинке. Также там у нас работа по выносу газовых сетей будет произведена, по выносу канализационных выпусков и ремонту коллектора. То есть работы будем вести на 2 участках. Вот. После того, как отработаем участок с Дзержинского Курашова, перейдем на Курашова-Амосова. И дальше будем от перекрестка к перекрестку закрывать участки и заниматься устройством основания. Закрытие проспекта Ленина преподнесла горожанам немало хлопот. Это не только пробки на центральных дорогах Якутска, но и изменение движения общественного транспорта. В этот раз автобусы вновь поменяли свое движение. Но, как сообщили в департаменте транспорта городской администрации, они постарались учесть все нюансы сложившейся ситуации, чтобы было удобно не только пассажирам автобусов, но и водителям транспортных средств. Данное перекрытие будет актуальным до октября месяца текущего года. В связи с этим были перенесены и разработаны альтернативные схемы движения по 16 маршрутам. Для перенесения использовали параллельные улицы. Это улица Ярославского, улица Орджоникидзе и улица Пояркова. Постарались, конечно, распределить маршруты таким образом, чтобы на улице Орджоникидзе было меньше нагрузки. И вместе с тем здесь напомнили, что на этих улицах появятся новые временные дорожные знаки. И поэтому всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать все правила ПДД. Что касается ремонта проспекта Ленина и закрытия дорог, изменения движения общественного транспорта, то тут горожане отмечают, что все это только к лучшему. Очень хорошо, что в городе Якутске, конечно, проводятся эти, да? Понимаю, я с детства выразился, это родной город, да? Надеюсь, что все будет с нашим проспектом Ленина в порядке. По поводу движения общественного транспорта, вот схема меняется и так далее. К этому можно привыкнуть, во-первых. Во-вторых, дело к лету, когда мы уже меньше начинаем пользоваться общественным транспортом, а больше ходим, потому что это полезно. А в-третьих, нужно уметь какие-то временные трудности преодолевать для того, чтобы дальше было нашим детям, внукам хорошо.
В целом на этом участке дороги устройство основания дорожной одежды планируют завершить до конца мая. А с наступлением лета подрядная организация должна приступить к благоустройству территории, установке опор наружного освещения, кабельных сетей, водоотводных сооружений. Асфальтирование улицы планируется уже в середине лета. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «День за днем», мы продолжаем. В Якутии уже готовятся к летнему отдыху детей. Так создаются лагеря-спутники в муниципалитетах. Ведется работа по проведению инклюзивных смен в лагерях дневного пребывания и организуются стационарные места отдыха. С этого года дети арктической зоны смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 миллионов рублей. В этом году для бесплатных путевок и проезда направлено 30 миллионов, на которые планируется организовать отдых для более 300 детей из арктических районов. Помимо этого, около 500 детей будут направлены на отдых за счет бюджета региона. В рамках действия концепции будет создан ресурсный центр. То есть Сосновый Бор будет ресурсным центром организации отдыха и оздоровления детей. Сейчас идет разработка дорожных карт по муниципальным районам. В районах мы планируем открыть лагеря-спутники, которые будут практиковать лучшие практики отдыха и оздоровления детей. В Якутске продолжается ход регионального этапа 21-х молодежных дельфийских игр. В этом году участие в отборочных принимают 240 конкурсантов из 28 профессиональных образовательных учреждений. 4 из них – студенты Якутского колледжа технологии и дизайна. Тему продолжит Саргалана Неустроева. В этом году 21-е дельфийские игры в республике проходят по 34 номинациям. Это самое большое количество направлений по сравнению с прошлыми годами. Возросло и количество участников. При этом внимание во многом привлекли IT-направления. Очень много заявленных участников у нас, и отбор. Если мы планировали, например, один день соревноваться, то, несмотря ни на что, мы соревновались 3 дня. Поэтому в этом году ажиотаж очень большой. Несмотря на то, что в прошлом году очень мало заявок было, и заявки были все на творческие направления, это танцевальные направления и музыкальные. Между тем, самым верным способом заявить о себе не только в России, но и за рубежом сегодня остается презентация культурного кода региона. Во многом именно этим и обуславливается, к примеру, популярность якутского кино или иного медиаконтента. С готовностью публика встречает и национальную культуру в модной индустрии. Как отмечают эксперты, именно это и может стать ключом к победе якутских участников дельфийских игр по направлению дизайн одежды. Культурный код, который они несут в своих коллекциях, я действительно заметила, с какой любовью и с какой трогательной, скажем так, с трогательной внимательностью они прямо все это внесли именно в свои коллекции. И все это читается на современном уровне, на достаточно современном уровне. И не так бросается в глаза, конечно, скажем, но тем не менее это очень современно, это очень актуально. И я думаю, что подобные коллекции, они будут действительно очень актуальны. Участие в данной номинации якутяне принимают впервые. Регион будут представлять молодые и опытные дизайнеры, призеры и участники чемпионата WorldSkills и фестиваля Arctic Fashion Show. Разумеется, помимо таланта и профессионализма, одним из главных критериев участия в дельфийских играх было наличие собственной коллекции. Образы, которые вы сейчас видите, были разработаны и пошиты самими участницами в мастерских колледжа на практических занятиях. Оцениваться они будут отдельно. Однако самый волнительный этап региональных отборочных – это творческий показ. Участницы прошли жеребьевку, выбрали тему и за 6 часов должны были создать целый образ, позже представив его экспертной комиссии. Мне бы не хотелось, наверное, обижать девочек. Все действительно участницы были талантливые, имеется в виду талантливы.
Работы они все разные, но, скажем так, уровень у всех действительно такой достаточно хороший уровень для нашего региона. Однако войти в состав делегации сможет только одна. В силах своих воспитанниц наставники не сомневаются и надеются выйти в финал. С такими студентами интересно самому работать, заниматься, потому что видишь, когда глаза горят, человек не жалеет ни средств, ни времени, ни трудолюбия для того, чтобы достичь своих целей. Но даже если в этом году воспитанницы колледжа не покажут серьезных результатов, то возможность нарастить силы и мастерство есть. Так, в этом году учреждение выиграло федеральный грант конкурса «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. Поэтому уже в этом году, к 1 сентября, у нас будут 2 наисовременнейшие мастерские по технологии моды и цифровому моделиру. Мне кажется, что это даст уже следующим поколениям наших студентов дальше развиваться в этом данном направлении. Результаты регионального этапа Дельфийских игр стали известны 18 февраля. Представлять Якутию будут 50 человек. А уже в апреле в Красноярске лучшие специалисты республики поборются за звание лучшего в России. Соревнования пройдут с 22 по 27 число. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. А нерюнгринская школьница разработала проект гидропонной установки. 11-классница лицея номер 24 Марина Бердянова представила исследовательскую работу на тему «Гидропонная установка погружного типа выращивания растений». Тему продолжит Ирина Кичигина. Новизна проекта в том, что данная установка является автоматизированной. Это способ выращивания растений в искусственной среде без использования почвы. Вместо почвы используются минеральная вата, кокосовое волокно, вермикулит, карамзит и другие материалы. Несмотря на то, что установка требует определенных условий соблюдения температурного режима, контроля содержания питательных элементов, ее плюсы более значимы. Плюс гидропонной установки, чем она отличается от обычного посева и выращивания растений на почве, тем, что она обогащает питательными веществами намного лучше, чем почва. То есть растения не пытаются прорасти именно корневой зоной, чтобы они там искали какие-то питательные вещества, а они растут именно сам стебель. И это и способствует улучшению качества самого продукта и ускорению и упрощению выращивания самого растения. Этой темой Марина заинтересовалась еще в 8 классе. Тогда она и занялась проектной деятельностью в различных областях экологии, химии, биологии, а сейчас и в технической части. Совместно со своим руководителем по проектной деятельности были изучены все нюансы, касающиеся автоматизации процесса. И сейчас пытаемся это все автоматизировать. Сейчас используются таймеры. По ночам мы включаем с помощью таймеров системы. Они автоматически утром зажигают свет. Они автоматически запускают компрессор, обогащают раствор, получается, питательными веществами и кислородом. Соответственно, хотим сделать автоматическое приготовление самого раствора. Установка состоит из стеллажа с поддонами, стаканчиков с растениями, специальных ламп разных цветов и резервуара, из которого с помощью насоса подается питательный раствор. Собирать ее помогали одноклассники. В этом году Марина представила проект на 26-й республиканской научной конференции «Шаг в будущее», а уже в середине февраля примет участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по технологии. А в родном лицее Марину уже рассматривают как своего будущего педагога. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем к спортивной теме. Международный олимпийский комитет подтвердил предоставление патроната 7-м международным спортивным играм «Дети Азии». Также Международный олимпийский комитет высказал слова поддержки и благодарности в адрес Международного комитета игр за работу в деле продвижения спорта и сохранения его ценностей. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа этого года. С 2004 года игры регулярно пользуются патронатом Международного олимпийского комитета. По завершению очередных игр, и крайними были у нас зимние игры, предоставляется отчет Международный олимпийский комитет по соблюдению тех правил, которые несет за собой патронат. Соответственно, вся та работа, которая была проведена, которая ведется комитетом, именно в части
определение места подготовки, места проведения, ну, в частности, во Владивостоке, также были представлены Международному олимпийскому комитету, соответственно, вот, признание, соблюдение олимпийских идеалов, олимпийских ценностей. Более того, Международные спортивные игры «Дети Азии» за экологичность. На этой неделе состоялась церемония подписания договора о партнерстве между Международным комитетом игр и брендом Natural Advanced и признании бренда официальным экипировщиком игр. Данный бренд является международным и заботится об окружающей среде, производя свою одежду из экотехнологичных материалов, таких как переработанный пластик и хлопок. Контракт рассчитан на 3 года, по которому Международный комитет предоставляет партнеру эксклюзивный статус и право использования символики международных спортивных игр «Дети Азии». Я думаю, что взаимодействие будет именно взаимовыгодное в части как продвижения бренда, так и обеспечения качественной экипировки тех участников, которые предстоит одеть в ближайшие игры, так как контракт у нас предусмотрен на 3 года предстоящие. Я думаю, что в течение этих 3 лет наше партнерство оно будет только укрепляться. Тем временем юный шахматист из Якутии Арсений Чумаевский одержал победу над гроссмейстером Сергеем Корякиным во время сеанса одновременной игры. Уникальная возможность сыграть с топ-шахматистом выпала 20 ребятам в рамках фестиваля «Алроса. Настроение». О том, как Арсению удалось победить легендарного мастера, в материале Саргаланы Неустроевой. Остается слон против коня с 4 пешками против 2. Это, опять же, выигранная позиция без каких-либо шансов на ничью у белых при правильной игре черных. Здесь он просто пошел король d2, я победил слона 4 и довел эту позицию до победы. Арсений Чумаевский отмечает, что именно этот ход дал ему возможность повернуть игру в свою пользу и реализовать на шахматной доске весь свой потенциал. Я считаю, что я сыграл партию хорошо, но, скорее всего, просто Сергей Корякин поторопился. Он очень мало времени тратил на ход и, скорее всего, просто пропустил зевок. Я поставил хорошую позицию, и, в принципе, выиграть я мог только благодаря Зевкоеву, или если бы он продолжал дальше защищаться. Ну и отчасти мне повезло, и отчасти это плоды хороших тренеров. Шахматами Арсений занимается с 5 лет. В спорт его привела бабушка, а родители поддержали и продолжают оказывать ему помощь. Именно поэтому свою победу Арсений посвятил им. К своим 15 годам мальчик уже завоевал звание кандидата в мастера спорта и уверенно заявляет: впереди новые победы. Я планирую дальше участвовать в серьезных турнирах, прогрессировать, повышать свой рейтинг и играть с более сильными соперниками. Про самого Сергея Корякина говорят, что он вернул интерес к шахматам в России. В 12 лет, став самым молодым гроссмейстером в мире, Корякин попал в книгу рекордов Гиннесса. Сегодня на него равняются тысячи шахматистов в мире. Встретиться с ним по ту сторону от шахматной доски – по-настоящему уникальная возможность для каждого игрока. А в Якутии такое мероприятие и вовсе проходит впервые. Ну, на моей памяти, да, впервые за какое-то время, там 10 лет точно, Алроса именно вот с гроссмейстером организует сеанс, тем более вот с таким выдающимся гроссмейстером. И, конечно, мы готовились как организационно, тестировали вот видеосвязь, чтобы была трансляция нормальная, так и в шахматном плане готовились. Сегодня, как отмечают специалисты, интерес к игре в республике действительно возрос. Во многом благодаря проектам Федерации шахмат республики и целевого фонда будущих поколений, которые направлены на развитие интеллектуальных способностей детей. У нас несколько лет назад еще и была соответствующая программа «Шахматы. Путь к успеху», да, также финансируемая за счет средств Алроса. Ну и, конечно, в будущем тоже очень хотелось бы, чтобы компания Алроса тесно работала, и Сергеем Корякиным тоже хотелось бы, да. Впереди у якутских шахматистов первенство России и чемпионаты Дальнего Востока. А уже в апреле этого года Арсений Чумаевский отправится в Сочи на турнир высшей лиги среди школьников. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. И о культуре. Дубликат уникальной хроники, датированной 1924 годом, с делегатами 13-го съезда РКПБ из Якутии, будет передан НВК «Саха», крупнейшей в стране цифровой платформой кинохроники и документальных фильмов «Нетфильм».
Единственный фрагмент видеоматериала, запечатлевший первых руководителей республики, хранился в складах Госфильмофонда 98 лет. Оригинал позитива 35-миллиметровой кинопленки первой увидела съемочная группа нашего телеканала. Подробности в сюжете Туяры Константиновой. Эти кадры транслируются на якутском телевидении впервые. На сайте netfilm.ru среди 50 тысяч оцифрованных кинодокументов обнаружена единственная кинохроника, где почти 100 лет назад в кадре появляются первые руководители ЯССР – Степан Васильев, Максим Амосов и Степан Ржиков. Вам очень повезло, что сохранилась такая пленка уникальная и, в общем, достаточно хорошего качества. Когда мы предоставим вам этот фрагмент в высоком качестве, например, 2К или 4К, качество будет, конечно, намного лучше. Она оживет просто на экране, она оживет и еще больше приблизит к тому времени. Нам нужны были какие-то необычные, еще нигде не использованные кадры хроники. И исследование началось с того, что есть фотография 1924 года, где у стен Кремля вместе с Емельяном Ярославским стоят делегаты из Якутии 13-го съезда РКПБ. Обнаружили эти бесценные кадры на сайте netfilm.ru. Эти все тоже систематизированы, то есть, чтобы найти там какую-нибудь определенную коробку, вбивается там, например, ее название, да, как бы, и уже оттуда ее достаем и идем цифровать. На сайте компании netfilm.ru можно найти крупнейшую коллекцию кинохроники, дореволюционные съемочные материалы, советский период и современное стоковое видео. Оцифровка пленок происходит в видеосекторе на высокоточном скоростном лазерном сканере. Здесь же в складах хранятся тысячи километров киноархива. Пленка может быть 16 миллиметров, 35 миллиметров. Сначала она проходит стадию обработки, потом она вот так заряжается в сканер. Здесь, получается, идет камера, которая это все снимает. Звук пишется. Сейчас я цифрую, получается, мавзолей Ленина. Найденный фрагмент – это целое научное исследование. Причем поиски вели не только журналисты НВК «Саха», но и сотрудники Музея истории государственности и Национального центра аудиовизуального наследия народов республики. Эти кадры будут использованы в фильме, посвященном столетию постоянного представительства Якутии, поскольку Максим Кирович Амосов был самым первым представителем. Там всего несколько секунд, но они дают столько эмоций приятных, позитивных спустя столько лет. И поэтому я думаю, что это будет большой подарок для жителей республики. Презентация фильма с уникальными историческими кадрами состоится в марте этого года. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работала Надежда Саханская. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи в эфире.